Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку именно для тех, кто в ссоре, кто поругался, у кого сейчас проблемы в отношениях, вы не общаетесь, между вами пауза, либо тишина, раскол, развод. Давайте посмотрим, что на самом деле произошло и каким образом это все закончится. Вы навсегда расстанетесь, либо вы помиритесь и опять будете вместе. Если тема интересна, загадывайте на себя, обязательно загадывайте и на мужчину, с кем произошла ссора. Давайте посмотрим. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, какая вы. Ну, у вас корона, девочки. Хотите, верьте или нет, у вас корона. Во-первых, корона – это знак того, что вы хозяйка своей жизни. Во-вторых, корона говорит о том, что вы себя очень достойно и правильно повели, что вы цену себе знаете, что вы никогда не будете ни перед кем унижаться, на попятную не пойдете и не будете принижать свое собственное достоинство. И также корона говорит о том, что вы во всем были правы. Да? Вы были правы в этом споре, в этой ссоре, то, что между вами произошло. Вы при короне. Высшие силы вас видят в короне. Особенная женщина, шикарная женщина, которая знает себе цену и не позволит собой играть, себя унижать, не позволит к себе какого-то неприемлемого отношения либо обращения. Эта ссора вас возвысила на самом деле не только в ваших глазах, не только в глазах высших сил, но и в глазах этого мужчины, с кем вы поссорились. Мужчина, смотрите, тут вот он бедный, худой, истерзанный, и ему реально плохо. У него пустой желудок. У него вся боль скопилась в грудной клетке. Мужчина очень страдает по вам. Он очень страдает из-за этой ссоры. Он думал, что он прав. Он думал, что все хорошо будет, что вы прибежите, начнете его упрашивать, умолять, извиняться перед ним станете. А вы нет, вы не стали и никогда не будете. Может быть, раньше когда-то такое было, в начале ваших отношений. Но теперь вы корону носите. Смотрите, какая у вас огромная корона. Да? И вы ее гордо несете на своей голове. А он вот несчастный весь, истерзанный, измотанный и очень худой. Ну, худой, потому что плохо, потому что болеет, а нервная система воспалена. Мужчина считает себя дураком. Считает, что сам себя обманул, ворон рядом с ним. Знаете, очень похоже, что ваша ссора, она как будто бы была искусственным образом создана. То есть, возможно, мужчине про вас наговорили каких-то гадостей, его накрутили против вас. Он пришел слово за слово, и получилась вот эта огромная ссора. Вопреки его ожиданиям вы не стали унижаться, вы не стали там, что-то ему доказывать, не стали просить его о милости, прости меня, извини меня, останься со мной. Вы просто хлопнули дверью, скорее всего, перед носом у него хлопнули дверью и ушли. Ушли с гордо поднятой головой. Вот как королева, понимаете, как императрица ушла. Вот. И тут ему, конечно, стало больно, его прям кольнуло. Со временем этот мужчина просто вот либо понял, либо достоверно узнал, да, что вас оговорили, что действительно кто-то очень сильно был заинтересован в том, чтобы вас рассорить. И знаете, вот мне кажется, что у вашей пары есть враги, у вашей именно любовной пары, у ваших отношений есть враги. И эти враги постоянно вот лезут, пытаются разрушать, пытаются разводить вас по разным углам. Кто-то очень сильно заинтересован в том, чтобы вы расстались, в том, чтобы вы не просто разошлись, да, а в том, чтобы вы друг друга прям ненавидели, да, чтобы ни при каких условиях снова не сошлись. Вот мне показывают фигуры, я не могу сказать двое-трое, но вот они как один организм, как единый мозг действуют. Каждый на своем уровне, каждый по-своему
вот как сговорились против вас. Так мне идет. Они не желают счастья ни вам, ни этому мужчине. У них какие-то свои мысли, планы, и еще какая-то корысть проходит. Ну, допустим, если мужчина живет в семье, допустим, родительской семье, да, то там, возможно, родители, братья и сестры не хотят терять этого мужчину, не хотят его отпускать, хотят, чтобы он, например, им помогал там, деньгами, раб силой и прочим-прочим. Да? Вот такие у них мысли. У кого-то может отыграться, что мужчина имеет таких друзей, для кого он прям самый лучший друг, всегда там и деньгами поможет, и время свое потратит. Вот. А скорее всего, вы ему говорили, что так нельзя, да? Либо с вашим появлением он стал меньше внимания уделять друзьям. И, конечно, друзьям это не понравилось. И вот они решили разлучить. Может быть, у вас есть соперница, либо женщина, которой он отказал, потому что выбрал вас. И вот она с кем-то там объединилась и всячески пытается навредить. И вам отомстить, и мужчину себе вернуть. Ну, вы все разные, понятно, что отсыпка одна на всех. Да, вас поссорили, и у ваших отношений есть враги. Так, ну, мужчина начал все это понимать. Он понял, какую ошибку он совершил. Он вас ждал, он честно вас ждал. Вообще он ждал, что вы сразу начнете оправдываться и извиняться, да, и конфликт будет исчерпан. Но вы, опять же, да, при короне такая... Так, пошел вон, да? Ничего я тебе не буду объяснять, не буду перед тобой оправдываться, не буду унижаться. Не нравлюсь, не подходит, у тебя ко мне претензии. Ну так иди, ищи лучше. Все, я устала, да? Устала от тебя, устала от твоих вот этих вот загонов. Эта реакция его просто подкосила и лишила дара речи. Он думал, что ему показалось. Показалось, привиделось, да, ущипните меня, что-то тут не так. Потом он такой, ну ладно, возможно, она там взбрыкнула, возможно, ей нужно время, она придет в себя, она одумается, она обязательно за мной придет, она обязательно будет просить прощения, она будет меня возвращать. Но время шло, а вы не приходили. Мало того, скорее всего, еще его и заблокировали, да? То есть вообще обрезали все возможности общения. Может, избегаете даже его. И тут, конечно, мужчину понесло. Ему стало страшно, ему дико вас не хватает. Без вас его жизнь, она просто вот во мрак превратилась. Видите, в каком он положении? Не знаю, как видно вам или нет. Вот он стоит, боль в грудной клетке, худой желудок, как будто бы ничего нет, да? И даже ноги подкосились. И смотрит он, как стрелка падает вниз. Это уровень его жизни, это уровень его успеха. И, в принципе, да, все его жизненные процессы, они покатились вниз. Как бы с ужасом наблюдает, во что превращается его жизнь, но ничего поделать не может. У него еще какой-то характер такой, знаете, надменный, эгоистичный. Либо мужчина привык, что он всегда и во всем прав, да? А вы, скорее всего, ему какое-то время подыгрывали, а теперь вы уже не хотите этого делать, ну, либо устали от этого, да, вам не нужен такой незрелый мужчина, вам нужен серьезный человек для серьезных отношений. Скорее всего, вы тоже уже догадывались, либо точно знаете, что кто-то приложил руку к тому, чтобы мужчину против вас накрутить. И вам обидно, что этот мужчина поверил каким-то людям, но не поверил вам, а любимой и любящей женщины. Вот этого, скорее всего, вы простить не можете. И вы такая, блин, а чего от него ждать, да, если сейчас такое происходит, а что будет дальше, да? Я что, каждый раз должна оправдываться, либо извиняться за то, что я не делала? Ну, зачем такие отношения, к чему? Тут либо вам что-то приписали, то ли... Ну, в чем-то вас обвинили. Мне идет, что вас обвинили, он типа в это поверил, вам предъявил, и вы такая, пошел вон, хватит с меня, не хочу, не буду, достал. Хотя вам было очень больно. Больно именно вот из-за этой обиды, что вот мне он, значит, не верит, той, которая его во всем поддерживала, во всем помогала, всегда была рядом, да, и в самые худшие времена вы были рядом, его тащили. И тут он такой раз и вам не верит. Конечно, это очень обидно, и это очень подло с его стороны. Это буквально вот как предательство, да, как нож в спину. И, конечно, вы обиделись и имеете полное право. Зато эта ссора действительно, ну вот хотите верьте, хотите нет, но она пойдет на благо. На благо и вам, и ему, и вашим будущим отношениям.
Здесь мужчина начал прозревать не только на тех, кто против ваших отношений, но и на себя, на свою собственную глупость. Вот какой он взбалмошный, какой он эгоист, какой он легковерный, как им легко манипулировать, как он просто там буквально за несколько часов может лишиться счастья в жизни, лишиться самой большой любви в своей жизни. То есть сам себя, да, я сам себя предал, я сам себя обманул, я позволил, чтобы меня обманывали. Я такой доверчивый, вот как маленький ребенок, да, вот маленький ребенок, его легко обмануть, там конфету покажи, что угодно скажи, он во все поверит, ну потому что жизни не знает. А тут как бы взрослый половозрелый мужчина и в таком ужасном состоянии оказался. Еще у кого-то отыграется, что мужчина пьет и пьет очень много, пытается залечить, залить, забыть ту боль, которую чувствует. Но ничего не помогает, либо боль становится все сильнее. Да, все сильнее, больнее, все хуже, голова затуманенная, сознание затуманенное. Тут и плохо от того, что с вами рассорка произошла, и плохо от того, что, ну, понятно, что алкоголь не очень хорошо влияет на организм. Вообще жизнь для него не в радость сейчас. Ну ничего, пусть прозревает, пусть понимает, пусть меняется, пусть мотает себе на ус, да, учится на своих ошибках. Судьба вас друг от друга развела, но не отпустила. Судьба, конечно, держит руку на пульсе. Вы отдалились, но вы не разошлись. У судьбы на вас другие планы. Судьба готовится открыть вам новую дверь, как шанс выйти, вывести отношения на новый уровень, шанс, пройдя сквозь эти проблемы, ошибки, исправление этих ошибок, усилить, улучшить ваши взаимоотношения. И знаете, мне кажется, что это не первая ваша ссора, но очень похоже, что это как последняя. Да, были и другие ситуации, там, где вышли на уступки, а теперь вы просто такая: нет, я больше на уступки не пойду. То есть я себя ценю, я себя уважаю. Все, вы корону обрели. Тут мужчина будет стараться и будет вас возвращать. Дайте ему еще немножко времени на то, чтобы он хоть как-то вышел из этого алкомарафона, вышел из этих страданий, в которых он находится, и чтобы какую-то информацию он еще должен получить, либо узнать. Вот мне идет, что он еще какой-то замок должен открыть. Вот откроет этот замок, вот тогда он будет вас опять добиваться, будет ухаживать, опять вернется этот конфетно-букетный период, и мужчина в этот раз уже будет действовать совершенно по-другому, как взрослый, как самостоятельный, абсолютно независимый и очень любящий вас человек. Сейчас смело можно сказать, что ваши отношения на паузе, но эта пауза не продлится долго. Тут уже знаете, как будет. Он вас добивается, а вы, как с королевского плеча, даете ему шанс доказать, что он вас достоин. Проучите, да, сама судьба этого мужчину проучит, да и вы проучите. С другой стороны, мужчине нужно прожить этот опыт для того, чтобы в будущем, да, избегать вот таких вот ужасных фатальных ошибок. Я вижу вас опять вместе, я вижу, что вы опять сойдетесь. И мужчина, вот понимаете, костьми ляжет и добьется этого. Ему это очень тяжело будет. Тяжело, но тем не менее вы будете вместе, он вас опять добьется, он будет вас возвращать, он будет просить прощения, он будет стоять на коленях, и он будет давать вам там клятвы и обещания. Да, вы будете вместе, вы обязательно помиритесь и буквально начнете с чистого листа и войдете в эту новую дверь, которую приготовила вам сама судьба. Не будет таких глупых ссор, и мужчина больше никому не будет верить, он будет верить только лишь вам, мои дорогие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.